Внимание! Начинаем репортаж о запуске космических аппаратов Канопус-В номер 5 и 6 и попутной полезной нагрузке. Старт ракеты космического назначения назначен на 11 часов 7 минут 18 секунд по местному времени космодрома Восточный. Объявлена готовность к запуску 1 минута. Есть мачта 30-й. Доклады принял первый. Пуск. Есть пуск. Зажигание. Предварительное. Промежуточное. Главное. Подъем. Прошел контакт подъема. Двигатели центрального и боковых блоков ракеты-носителя вышли на режим главной ступени тяги. 10 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 20 секунд. Двигатели первой и второй ступеней работают нормально. 30 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 40 секунд. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 50 секунд. Давление в камерах сгорания двигателей ракеты-носителя в норме. 60 секунд. Полет нормальный. 70 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 80 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 90 секунд. Двигатели первой и второй ступени работают нормально. 100 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 110 секунд. Тангаж, рысканье, вращение в норме. 120 секунд. Есть выключение двигателей боковых блоков. Есть отделение боковых блоков. 130 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 140 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 150 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 160 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 170 секунд. Полет нормальный. 180 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 190 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 200 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 210 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 220 секунд. Полет нормальный. 230 секунд. Есть сброс створок головного обтекателя.
240 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 250 секунд. Двигатель второй ступени работает нормально. 260 секунд. Стабилизация изделия. 270 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 280 секунд. Прошел гарантийный наддув бака окислителя третьей ступени. 290 секунд. Есть запуск двигателя третьей ступени. Есть выключение двигателя второй ступени. Есть отделение второй ступени. Есть сброс панели хвостового отсека. 310 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 320 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя в норме. 330 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 340 секунд. Точное время старта 5 часов 7 минут 18 секунд 231 миллисекунда декретного московского времени. Полет нормальный. 350 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 360 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 370 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 380 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 390 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 400 секунд. Полет нормальный. 410 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 420 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 430 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 440 секунд. Полет нормальный. 450 секунд. Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 460 секунд. Двигатель третьей ступени работает нормально. 470 секунд. Параметры системы управления ракеты-носителя в норме. 480 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 490 секунд. Полет нормальный. 500 секунд. Тангаж, рыскание, вращение в норме. 500 Параметры конструкции ракеты-носителя и разгонного блока в норме. 520 секунд. Стабилизация изделия устойчивая. 530 секунд. Есть выключение двигателя третьей ступени. Есть отделение головного блока.
Разгонный блок фрегат номер 12206 с космическими аппаратами Canopus В номер 5 и 6 и попутная полезная нагрузка выведены на незамкнутую орбиту.